де ла Фер. Александр, белорусский супрацио. О, отлично. Все отлично. Все. Как обычно, у нас возникают никакие технические неполадки, так как всем заниматься приходится самому, а я как бы с техникой на вы, на очень даже, на почтительное вы. Так, как найти? Салам алейкум, Аслан НТ и нашим друзьям привет. Ва алейкум салам, приветствую всех. Лунный свет, ва алейкум салам. И всех я вас приветствую. Ассаламу алейкум, Аслан, каникулы закончились. Я в Франции. Говорит, ва алейкум салам. Je France, да, каникулы закончились. Так, Чинхо G20. Ассаламу алейкум, хауми телефон чаусар хой. Аслан маш вовель. Чинхо немо маш алейкум, ва алейкум ассалам. Сергей Зора, Бандеровский, Житомир, витаю. Витаю, Сергей, бандеровцы. Чечено-бандеровец вас витает. Шейх Амир Ильдаров, салам алейкум, ва алейкум ассалам. Так, господа, сегодня я вам хочу очень много рассказать. В пятницу, как у меня не получилось, был очень загружен, не получилось выйти в эфир и так далее. Теперь же у меня много чего накопилось. Я смотрю внимательно за тем, что происходит во Франции, вокруг Франции, то, что происходит в Азербайджане, в Украине. Как бы получается за всем этим наблюдать, но все рассказать за раз, конечно же, не получается, потому что слишком много информации, много событий происходит. Россия не отказывается от своих имперских фашистских замыслов, разрушить Евросоюз, навредить Соединенным Штатам, ну, вести хаос такой, да, потому что они прекрасно осведомлены, что в лоб столкнуться они победить не могут. И вот все, что они умеют, это провокации, обман, фальсификации, ну и тут убийство, террор и так далее. Ну все атрибуты, все составляющие террориста Россия имеет, применяет. И только этим, скажем так, и пользуются. Хотя иногда, конечно же, для вида создается такая противовесная сторона. Я сегодня вам расскажу про то, что как Россия атаковала Францию. Прямо на наших глазах, классически, просто относительно небольшими силами Россия поставила Францию практически на грани войны с мусульманским миром. Не знаю, какое отношение имеет ко всей этой операции Эммануэль Макрон, да, он так полезный идиот выступил, или же он где-то там дал повод, чтобы ему русские поспособствовали вот этой антифранцузской и исламофобской с другой стороны, и антифранцузской с одной и с другой стороны, стравить два вот этих полюса нужно было стравить. Не знаю, Макрон играл и роль полезного идиота, как я сказал, или же он на самом деле каким-то боком, да, причастен к этому, да, может не прямо, косвенно там выразил недовольство мусульманами и так далее. Может быть еще там все что угодно, но мы не об этом, да, мы не о роли президента Франции, мы о роли российской машины ГРУ, которая очень неплохо, очень хорошо обосновалась во Франции, особенно вот в южной части Франции, где-то в области Ниццы и других местах, там орудуют, уже это не секрет, уже среди чеченцев эта информация давно ходит, что там орудуют сотрудники ГРУ российского, непосредственно такая называется фамилия, как Сайдмагомед Какиев, ярый враг чеченского государства и большой подлиза Российской Федерации, который клялся умереть ради России. Да, клялся Аллахом умереть ради России. Конечно, ни у какого Аллаха он не верит, так как Россия самый главный враг и единственный враг на земле мусульман, да, и чеченцев в первую очередь, да, чеченцев. И, конечно же, враг мусульман, умирать
за самого главного врага мусульман, это как-то нелогично. Конечно, он просто подлизывался русским, чтобы они ему еще медальку дали и еще какую-нибудь там пенсию прибавили ему. Дали должность какую-нибудь, где там можно бюджетами там управлять и так далее. Матерый убийца, очень много убил людей, в том числе граждан Чеченской Республики Ичкерия. Вот этот Саид Магомед Какиев и его банда. Кстати, человек, который недавно меня пытался вербовать, который проживает здесь в Германии, он точно так же ссылался на эту фамилию. Но по всем по порядку. Обо всем по порядку. Это будет, постараюсь развернуто рассказать вам все. Главное сейчас все не напутать. Но для начала хотел бы начать с другой новости, которая очень важна. Она не так объемна, хотя ее следует отдельно рассказывать о ней. Она не так объемна, как вот это событие, которое сейчас происходит, да, когда Францию втаскивают там просто туда, куда никто никогда не выигрывал, да, против мусульманского мира ни одна Франция не выстоит, если будет открыто призывать к войне. А призывы к войне, призывы там просвещению ислама, они напоминают такие коммунистические лозунги, которые ни к чему хорошему, как мы знаем, не привели. Сперва взялись за ислам, потом взялись за христианство, за иудаизм и за все религии коммунисты. А в мире все, кто пытался просвещать кого-то религиозно, тот всегда проигрывал. И это не только касается самой большой общины на земле, общности, самой большой религии на земле, мусульман. Но мы к этому сейчас вернемся. Так вот, сперва я хотел бы вам рассказать, сегодня я хотел бы вам рассказать о преступлении, которое произошло, начать рассказывать о том преступлении, которое произошло в 2017 году, в январе месяце. Тогда русские террористы и их пособники захватили, по разным оценкам, несколько сот человек в начале января-февраля 2017 года. Около 100 человек было казнено. Это задержанные молодые чеченские парни. Задерживали их в Курчелоевском, рейды прошли в Курчелоевском, Шалинском районе и в других районах прошли рейды и были задержаны. Поводом послужило нападение 2016 года на сотрудников оккупационной банд полиции в 2016 году. Ну вот, по-моему, так это было. Но повод не обязательно. У них был список людей, которых нужно было задержать и ликвидировать. Убить. Незаконно, без суда и следствия, не выясняя обстоятельства. Аслан Ирисханов, двоюродный брат Кадырова, Турпал Али Ибрагимов, по-моему, его так зовут, сотрудники ФСБ по Чеченской Республике, да, банды ФСБ по Чеченской Республике, непосредственно курировали эту казнь. Об этом я много говорил. Пока никаких сдвигов по этой теме мы не видим, к большому сожалению. Хотя ОБСЕ запустила так называемый московский механизм там, за мониторингом прав человека в Чеченской Республике, в отдельно взятом субъекте, так называемом субъекте Российской Федерации. И в одном месте было казнено 13 человек. Да, там патриот есть, Абузейд Висмурадов такой есть, ближний человек Кадырова, который по личному приказу Кадырова, по заданию приезжал, координировал эти убийства. После того, как эти убийства совершались, ездил, рассказывал все это Кадырову, Рамзану. Там много кто принимал участие, русские ФСБшники принимали участие и чеченские ФСБшники принимали участие. И тогда они вот казнили столько людей. ОБСЕ запустил этот механизм позорнейше. С 2017 года лишь у чеченцев появились права, что вот ОБСЕ обратило внимание. ОБСЕ, которая много лет занималась озабоченностью, беспокойством геноцида чеченского народа.
Конечно же, ОБСЕ я сейчас ругаю и говорю, что я ими недоволен. Конечно же, я ими недоволен. Но исламский мир, мусульманский мир не выражал даже озабоченности. Духовное управление мусульман России или московского, там, или дагестанского, или ингушского тоже очень мало высказывали. Да? Про российское и московское молчу. Духовное управление, имя, кто подчиняется вот, ФСБ, да, который является отделом, религиозным отделом исламоведения, да, так можно их назвать. Так вот, когда получилась вот эта известность, да, когда публичность, гласность произошла вот с этим массовым убийством, когда родственники искали своих убитых, задержанных, а потом казненных, да, без суда и следствия своих родственников, наших чеченских граждан Чеченской Республики Ичкерия, которых прятали по разным местам, тела хоронились на русских кладбищах, и до них, и после, ну и в разных других местах, сжигались на покрышках и сбрасывались в реку тела этих людей. Их телефоны отправлялись в Сирию, и оттуда пособники путинского режима отправляли, ну или прислужники, не пособники, прямые прислужники, прямые исполнители террористического путинского режима, наверное, чеченоговорящие, раз они писали на чеченском, они писали оттуда сообщения, что мы добрались до Сирии, все, мы на джихаде и так далее, и так далее. Это была большая провокация, то, что произошло, то, что произошло в Сирии, и то, что было сделано с этими людьми. Эти люди были казнены. Я об этом буду подробно рассказывать, разбирать. Я вижу, что ОБСЕ немного что может, хотя все равно пошло на уступки, сказала, что права людей будут проверяться только вдумайтесь, в практике, юридической практике такого, наверное, никогда не было, когда на протяжении 20 лет идет геноцид, убийство целого народа, и ОБСЕ просыпается и говорит, ну ладно, с 17 года, потому что в этом моменте вот раз за раз, да, единовременно казнено столько много людей, да, хотя сотни людей были казнены в русских вот этих концлагерях, которые были по всей нашей республике. И пока тишина. Но и в этом наша вина тоже есть. И я не обвиняю и не собираюсь, да, забегая вперед, и хочу напомнить всем, я не собираюсь обвинять никаким вот этих ОБСЕ там, и других уголовном порядке никого. Они несут, в моем понимании, моральную ответственность. Их народы, их избиратели должны сами определить, выбрать, и если нужно разобраться в этом, если нужно наказать этих людей. Меня интересуют только русские военные политические силы России, которые убивают и продолжают убивать нас, убивали и продолжают убивать. И также чеченцы из числа предателей, которые перешли на сторону врага и убивают свой народ. Как физически, финансово, материально, так и духовно. Сейчас мы видим религиозно. Так как та ситуация, которая произошла во Франции, это осуществлена в том числе, конечно, там не только чеченцы, в том числе чеченоговорящими, так называемыми этими ГРУшниками, кадыровцами, кокиевцами и так далее. Так вот, я бы хотел рассказать по поводу того убийства в 2017 году вот этой бандой, которую вы видите вот здесь на экране, на сайте Ичкерия.ат, как вы видите, это сайт наших товарищей, наших дорогих близких людей, Хусейна Исханова, Фирайн, культурная организация Ичкерия, Культур Фирайн Ичкерия. Так, информация взята с сайта Мемориал. В Чечне у родственников осужденных изъяли телефоны с целью фабрикации уголовного дела.
пишет Мемориал. За 2 дня силовики задержали и освободили 14 жителей из города Курчалой и села Цоценюр Курчалойского района. Все они родственники мужчин, которые были похищены, подвергнуты пыткам, а затем осуждены в 2017 году за участие в незаконном вооруженном формировании, сообщает правозащитный центр «Мемориал». По словам правозащитников, сотовые телефоны у жителей украдены для возможной регистрации аккаунтов, распространения экстремистских материалов, производства уголовных дел. Мемориал отвечает, что 23 октября Абубакар Асхабов, его дочь Фариза, бывшая жена осужденного Данильбека Мусаева, и сын Аюб были выселены из своего дома в Цоцен-Юрте. На следующий день Турпал Али Абуев, Аслан Гайра Асхаб Мусаевы, Элина Магомадова, Ислам и Джабраил Абу Хусейновы, Магомед Дагжиев, Вис Али Кавраев, Фатима Хаджимурадова, супруги осужденных Эпсабдулбакар Каларова. Ну, видимо, здесь отпечатка фамилии. Полиция забрала их телефоны у всех, и большинство из них так и не вернули их. В их домах проводились несанкционированные обыски. Впоследствии они были освобождены. В правозащитном центре «Мемориал» поступила информация о том, что по состоянию на 27 октября в Telegram кто-то зарегистрировался с номером как минимум 5 изъятых телефонов. Контакты, которым принадлежат эти номера, получат уведомления. По мнению правозащитников, провокации могут быть подготовлены путем рассылки экстремистских материалов и обращения против владельцев телефонов и их контактов с целью фабрикации уголовных дел. Руслан Исаев, корреспондент журнала «Дождь». Спасибо за честную и мужественную информацию Руслану Исаеву, корреспонденту журнала «Дождь». И хотелось бы по этому поводу напомнить, что это без сомнения так. Следствие по этим убийствам ведется, вот той казни, которая была совершена Кадыровым, ФСБ, под кураторством ФСБ, бандой Кадырова, исполняющая роль такую, как бы это обычная банда. Она такая, у нее, она прикрывается такая административная какая-то там организация, как будто это какая-то... все банды, которые существуют, например, в России, они в принципе все чиновники, это и есть банды. Они уже срослись так, как бы говорят, срослись. На самом деле это банды, которые изображают роль там управления государства и какими-то там органами государственными. Так вот, кого я вам сейчас перечислил, это родственники тех людей, которых не успели казнить. Это те люди, которые благодаря тому, что началось расследование, и ОБСЕ, и другие организации, в том числе правозащитник и другие люди смогли привлечь внимание к этой проблеме, эти люди сохранили свои жизни. Но они находятся в тюрьмах и получают большие сроки. И вот те фамилии получили большие сроки, очень большие. Вы помните этот суд? По-моему, это было 10 человек осужденных, тех людей, которых нельзя было уже отпускать им, так как они знали, что вместе с ними содержались, задержаны, казнены вот эти люди. И чтобы они не стали свидетелями, когда они выйдут из тюрьмы или на свободу, им дали вот такие большие сроки, там 10, 20 лет, 18 лет были сроки. И эти люди сейчас находятся в местах лишения свободы. Эти люди абсолютно невиновны. Это вопиющий факт. На глазах у ОБСЕ, у всего международного сообщества происходит. Большая проблема в том, что мы об этом не говорим. Так называемые российские правозащитники не считают нужным об этом говорить, потому что иногда может какой-нибудь там удосужиться где-то там сказать что-то такое важное. Но при всем при этом, конечно же, внимания нет. Вас обвиняют в терроризме, в исламизме и все.
И все. И все эти правозащитники лицемерно, прекрасно понимают, что мы никакие не исламисты, никакие не террористы. Да, мы мусульмане, мы молимся, носим бороду, и мы будем так делать. Кто бы хотел этого, так не хотел. Кто будет хотеть носить бороду, кто не хочет не носить эту бороду, и ее носить тоже никто не сможет заставить, если мы не захотим этого делать, да, кто-либо, если это не захочет сделать. Но давайте вернемся к тому, за это время вот эти люди, получившие большие сроки, и, видимо, ведется следствие, да, и вот эти родственники осужденных, они, видимо, общаются или же их подозревают в общении с международными механизмами, да, которые ведут какое-то свое расследование по этому поводу. И из-за этого у них изымаются телефоны, и теперь они пишут разные экстремистские вещи с их телефонов. Они, конечно же, кто-то в хиджабе, или все в хиджабе, да, кто-то с бородой, или все они с бородой. Кто-то говорит иншаллах, кто-то говорит Аллаху Акбар. И как бы это нормально для мусульманина. Да? И даже арабы, не мусульмане, говорят Аллаху Акбар и иншаллах. Поэтому, но для слуха европейцев, ОБСЕ, которые занимаются вот этим расследованием, очень удобно сейчас выставить. А вот, например, я ничего не знаю про этих людей, чтобы они не попали под жернова, я это напоминаю, да, но я реально не знаю ничего про этих людей. Ну, любого, вот, которую фамилию я тут назвал, я боюсь даже назвать, потому что потом, может, отдельно, если назову, ну, любого этого человека берут, его телефон, пишет смс-ку, что вот он на джихаде, там надо убить кафиров, мы отомстим, там, туда-сюда, там, и так далее. Основания отомстить у этих людей есть. У меня есть основания. У меня за моих родственников никто не погиб, ничего. Но у меня есть, мой народ погиб. Над моим народом устроен геноцид. И если есть хоть один чеченец, который не считает основанием отомстить в правовом, по закону, как полагается, и если этот закон полагает вынесение высшей меры наказания, вынести высшую меру наказания, если эти чеченцы, хоть какой-либо чеченец на этой земле существует, и по отношению к этим оккупантам, военным преступникам не считает, что мы должны мстить в правовом поле, опять же, то этот чеченец, даже не чеченец, гражданин любой нашей страны, Ичкерии, русский он, армянин или еврей, если он так не считает, то он является не гражданином автоматически и является пособником этих людей. А если он нохчи, это еще позор ему на всю его эту оставшуюся жизнь. Так вот, и когда эти люди начнут писать разного рода с их телефонов, да, потом вам покажут IP адрес этого телефона, потом вам скажут, смотрите, это же он в другом месте, вот видите, он 3 года назад писал это, а вот это, и вы защищаете исламистов. Понимаете? Это делается для этого. Для того, чтобы сказали, ОБСЕ, вы что делаете? Вы с ума сошли? Вы же тут исламистов скармливаете. Вы тут, смотрите, эти женщины, они готовые шахидки, а мужчины готовые, сейчас эти террористы, которые будут вашим французам отрезать голову. Кстати говоря, об отрезанной голове русскими террористами, которая совершена недавно, да, мы об этом тоже обсудим. Русский исполнитель, чеченец, да, чтобы никого не вводить в заблуждение, по предварительным данным подозревается в исполнении этого преступления во Франции чеченец, молодой чеченец. Но так это будет преподноситься. И много найдется поводов, да, чтобы отказаться от этого ОБСЕ, которые же, конечно, мы будем рассказывать и не дадим ни ОБСЕ этому делу закрыться, ни ООНу, ни вот этим русским террористам, которые находятся в Чечне. Так вот, эта весть, эта новость, она очень тревожная, и нужно обратить на это внимание. Всем нам об этом нужно говорить. Ссылку на сайт Ичкерия.ат, ичкерия.ат я скину у себя в описании. И, пожалуйста, постарайтесь максимально распространить эту информацию, чтобы мы знали, что эти люди подвергаются опасности.
им реально угрожает опасность. Их, во-первых, будут сейчас сажать, если уже начал процесс этот запущен, на них будут возбуждаться дела, потом их будут привлекать к уголовной ответственности, и то дело, которое, потом будет какой-нибудь громкий процесс, да, и человека, доведенного до состояния, когда у братьев убили без суда и следствия, тела нет, еще их посадили, то человек может, в принципе, пойти на любой шаг. Да? Хотя я абсолютно уверен, террористический акт совершать они не будут против мирных граждан, потому что те люди, которые посажены, они невиновны, те люди, которые убиты, они невиновны. И это родственники тех невиновных людей. Единственная их проблема, единственная их беда в том, что они у себя в своей стране, оккупированные русскими, являются мусульманами и пытаются исповедовать свою религию, как они хотят, не соглашаясь с этой оккупацией. В отличие от некоторых, которые увидели только Кадырова врагом, только там для смены власти Кадырова. И чтобы вот эти новоявленные комиссары, подчеркнутые мусульмане, так называемые, которые работают от ГРУ здесь, в Европе, и работают там, в России, и в Чеченской республике Ичкерия, во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия. Эти люди, в отличие от них, недовольны оккупацией и русскими. Да, и не всеми кафирами никакого всемирного джихада быть не может, и потому что изначально для этого не начиналось. Да? Наше государство строится, мы строим государство свободное, демократическое, правовое, а не всемирный халифат по приказу Путина и КГБ. Вот эту информацию я вас попрошу максимально распространить. Я ее обязательно вывешу у нас на экране. Так, далее я бы хотел бы, вы мне только скажите сразу, есть ли звук, да, какой звук, когда я вам буду сейчас показывать видео, потому что опять может быть немного проблемы. Я бы хотел вас познакомить с Андреем Курочкиным. Это скульптор из Санкт-Петербурга, сейчас он проживает в одной из стран Европы. Его жена и Инна Курочкина, и Андрей Курочкин — это два человека, которые вызывают у меня искреннюю симпатию и уважение. И я вам покажу его выступление перед белорусами. Именно этот человек, его могут русские сказать, как он тут на русских такой наговаривает там и так далее, хотя он не говорит ничего конкретно про русских, сам будучи русским, он пытается донести до своих братьев белорусов, настоящих братьев, и этот Курочкин настоящий русский, который заботится о своем русском государстве больше, чем вот эти ура-патриоты, там Рогозины, там Соловьевы и разные Кадыровы. Давайте я вам дам послушать, и после этого мы перейдем к нашей основной теме. Звук мою, Эллерсвик только, господа хорошие. Так, если нет звука, сразу мне скажите. Andrej Kurečkin, představitel nadace Svobodné Rusko, Free Russia. A taky nám musíme poděkovat za podporu z organizaci dnešních událostí. Сейчас одну минутку. Так, настройки вроде нормальные. Я буду говорить по-русски, простите. Я не могу ничего советовать белорусам. Скорее мы, русские, должны просить у них совета. Россия – это страна лилипутов. Украина, а теперь и Беларусь – это страна великанов. Россия со своим обезумевшим царем Лилипутиным тянет весь мир в тупик, в исторический тупик. Россия обладает гигантской территорией. 2 раза больше, чем Европа, 2 раза больше, чем Китай, 2 раза больше, чем Соединенные Штаты. И экономика 3% ВВП. Я знаю, что многие белорусы хорошо относятся к русским,
Многие связывают с Россией успех. Но это огромная ошибка. Не будет никакого успеха в России. Россия – это поезд, который летит в тупик, летит в исторический тупик и садится в этот вагон. Огромная ошибка. Россия ничего не может делать, кроме как воевать. Свою историю современная Россия начала с чудовищной войны в Чечне. И теперь она воюет со своими братскими народами. И Путин от имени народа заявляет, что это наши младшие братья. Какие они братья? Это свободные люди. И ничего общего с Россией они не должны иметь. Верить Путину и верить российской власти нельзя. Есть отличная крымско-татарская поговорка. Не опирайся на воду, не доверяй русским. Живя Беларусь! Живя Беларусь! Сайт называется НЭП Прага. Вот здесь подписывайтесь на канал. Очень хочется верить, что таких людей будет в России, выехавших даже из России, потому что находиться в этой стране настоящим русским патриотом, русским демократом просто физически очень опасно. И это никоим не касается Алексея Навального, который являлся и продолжает являться симулякром, на мой взгляд. Так, господа, давайте я чуть-чуть поотвечаю на ваши вопросы, и мы перейдем к нашей основной теме. Так, в принципе, у нас времени будет достаточно, чтобы обсудить все эти темы. Так. Перейдем-ка к вашим вопросам, друзья. Так, начнем мы с Маждады. Маждада, сейчас боты вылезут. США тоже враг мусульман, они кефири. Да, вылезут. Файтер Израиль. Белорусы воспринимают Россию как старшего брата. Половина минимум из тех, кто протестует, кстати, против чего они протестуют, кто-то может пояснить. Файтер Израиль, я полностью с вами согласен. Я полностью с тобой согласен. И единственная проблема, почему я не топлю, как говорится, да, за Беларусь в полный рост, как говорится, как я это делал за Украину и продолжаю делать при любом удобном случае. Ни один украинский вопрос не в пользу Украины мы не пропускаем никогда. Но вот по поводу Беларуси, именно потому, что они надеялись, как Зеленский надеялся, вот эти люди, которые пребывают в пропаганде, в плену пропаганды, которые считают, что если русские не трогают, то они их братья. Это было то, что они вот обращались к Путину, надеялись на Россию и так далее. И вот Андрей Курочкин это прекрасно продемонстрировал и четко разложил. Да, этот путь в никуда. Да, Россия, никто вырезать всех русских не собирается, никакого геноцида русских никогда не будет. И мы будем первыми, кто будет стоять за то, чтобы это никогда не произошло. Чтобы мы ни в коем случае невинные люди ни в России, никто нигде-либо не страдали.
и у всех были права. Но будущего у этой страны нет. Нет, не может быть будущего. Максимум, что ее ждет, это развал на несколько территорий, и в одних из княжеств, да, будут управлять эти КГБшники до конца своих дней, да, вот они будут доживать вот этот срок. Ну, как бы, я это думаю так. И я думаю, белорусы проснутся, осознают, кто истинный их враг. И вот тогда я думаю, что мы, чеченцы, точно так же, как и будем топить за русских, и еще русским предстоит проснуться, да, и послушать слова Курочкина, и не называть его предателем, или меня там врагом России, допустим, хотя мне как-то ни холодно, ни жарко от этого. Но вот эти люди, которые реально думают о своей стране, я думаю о своей, они думают, Курочкин, я имею в виду, Андрей думает о своей стране. И если русские начнут таких людей поднимать, а других, которые там всех завоевать, всех забомбить, учения в Сирии провести, там, отжать Крым, там, уничтожить чеченских террористов и так далее. Вот эти люди, это враги России, враги русских людей, настоящих русских людей. Вот они враги. Здесь я с тобой согласен. Будем потихонечку топить, разъяснять сперва белорусам, а потом топить за них. Нахчинов, Беларусь, дай Бог тебе, чтобы терпение и сил, чтобы изгнать марионетку диктатора Усатика, говорит Нохчинох, то есть чеченец Нох. Крисов, слава свободной Ичкерии, живе Беларусь, слава Украине, говорит Крис Окс. Героям слава. Ой, привет, добрый день, доброй ночи. Дедик, ассаламу алейкум, алейкум. Так, кафиры, 2% жирности. Кефиры. Так, Немо 77, живи Беларусь, героям слава, все будет Ичкерия. Да ну ладно, Немо. Марат, Аллаху Акбар, как это похлопать в ладошки у светских людей, одобряя что-либо сказанное или сделанное. Не знаю, Марат, что ты имеешь в виду, хлопают все, и даже видел арабы такие звуки, язык женщины усой, и такие звуки издают, и хлопают, по-разному издают. И не обязательно нужно быть светским или религиозным, не надо постоянно делить, где ее нет грани, да? У нас много есть вещей, где мы можем границы чертить, но есть вещи, которые не нужно искусственно. И мы очень внимательно должны к этому относиться, очень внимательно. Потому что то, что происходит во Франции, и то, что должно было произойти здесь, в Германии, да, и вероятно еще это предстоит, эти моменты, но я думаю, теперь спецслужбы Германии и других стран будут очень внимательно к этому относиться. Кстати говоря, возвращаясь к тому, что... Так, хочется напомнить, что был такой случай с... Сейчас вам одну минутку. С девушкой по имени Елена Кнор. Это девушка, которая там занимается разным блогерским движением, там, ну, что-то она там говорит. Она ранее мне писала, Facebook угрожала мне, говорила, что я враг России, там с евреями вышел на митинг. Как-то с Игорем Эйдманом мы оказались на одном митинге, украинском, по-моему, митинге. И меня, короче, обвинили во всех смертных грехах там и так далее. И потом через какое-то время эта девушка, видимо, у нее с психикой не в порядке, таких людей чаще всего используют, или просто она очень нетерпима к мусульманам, или к чеченцам, или к врагам России, не знаю, к кому нас можно отнести. Хотя она мне грозилась Кадыровым меня там наказать, что правильно вас Кадыров убивает и так далее. Так вот, мне поступила информация, я тогда об этом сказал, поступила информация, что в Германии готовится провокация.
Я об этом, как бы, ну, сказали, что готовится провокация, готовится. Ну, бывает, короче говоря. С кем не бывает, как говорится. И потом эта Елена Кнор выложила видео. В этом видео она рассказывала, что там пророка ругала. И если вы обратили внимание, ругает не Бога, Аллаха, а пророка. Это вот целенаправленно разделение идет. Если какой-нибудь воинствующий атеист начнет на всех богов говорить, да, на одного бога, которого по-разному называют, и говорит, что Бога нет, там всех верующих людей надо казнить и так далее, то все верующие люди объединятся. Скажут, вы что, это против Бога говорить. А если говорить там на Аллаха, да, или там на его пророка, то можно как-то их разделить и сказать, ну это же не наш Бог, там, например, христианин скажет, или иудей скажет, это не, ну даже верующий. Скажет, что это не мой Бог, и это меня не касается, да, они мусульмане, они такие плохие и так далее. Как это делается здесь в Германии? Как это делает Борис Райт Шустер, между прочим? Это вам тоже я покажу сегодня, как Борис Райт Шустер и соучастник, пособник геноцида чеченского народа Альфред Кох, который прекрасно проживает здесь в Германии, обсуждает вот этот вопрос. Это тоже будет очень интересно и смешно. Я вам это расскажу. Как Альфред Кох рассказывает про свободу слова в России. Так вот, 4 апреля, по-моему, это было, поступила такая информация, и Елена Кнор выложила вот это видео с оскорблением пророка Мухаммада, мир ему, и началась провокация во всех группах, такая активная. Знаете, нас, чеченцев, подготовили к этому. И вот то, что сейчас произошло во Франции, это была уже такая более масштабная операция. Начинается все с чеченцев. И эти сообщения, которые закидываются, они бывают очень такие двоякие. Вы так можете даже резко сразу не понять, о чем речь идет. Очень хитро продумано, не в первый раз, потому что на чеченцах, на украинцах сейчас уже, на грузинах эта методика уже отточена. Так вот, это Елена заявила, что там про религию, и чеченские смски пошли, что она оскорбила пророка. Потом приходили сообщения из Чечни якобы, ну, конечно, в основном все были из Чечни, что нужно ей отрезать голову, выколоть глаза, отрезать ей язык за то, что она так сказала на нашего пророка, ну, и так далее, и так далее, и так далее. И буквально, я даже сразу не сообразил, когда эта информация пошла, ну пришла, ну какая-то девушка закинула информацию там-то про религию. Елена Кнор, я ее узнал, конечно, так как я на нее написал тогда заявление, и в Фейсбуке она больше не появлялась. Но я подумал, ну, сумасшедшая очередная. И, кстати, она могла пострадать. Ее могли так задействовать, что она могла пострадать. И реально могли какой-нибудь сумасшедший выколоть глаза и отрезать ей язык. И я думаю, она должна мне спасибо сказать, что я эту провокацию, я ей, можно сказать, спас жизнь. Ну, хотя ее, наверное, защитили бы. В отличие от французского учителя, которого подставили фактически, он стал жертвой, да, на котором, вот как сейчас на Макроне отыгрались, Елена Кнор, ее могли, конечно, взять под защиту там, и так далее, и так далее. И так вот, вышло сообщение голосовое, где чеченец говорит, отрежьте ей язык, выколите ей глаза. И вместе с ним одновременно, уже другим языком, видно, что человек другой, и акцент уже не чеченский, уже то, что он говорит на чеченском, там, наказать там, за оскорбление пророка и так далее, выходит, я получил их одновременно, эти два сообщения. Вышло вот это сообщение, где уже вот это чеченское сообщение переводится на русский язык и распространяется. И тогда уже не оставалось сомнений, что провокация началась. И то же самое нагнеталась волна. Благодаря оперативному вмешательству удалось эту волну сбить, и они отступили от этого. Они будут еще продолжать об этом, вести вот эту свою
провокацию, ГРУшную, русскую свою провокацию против мусульман, чеченцев, чтобы, во-первых, мы не стали здесь сильнее, потому что мы мощнейшая сила, мы атомная энергия в этом Евросоюзе, чеченцы. И если мы станем на ноги и укрепимся, то вообще у русских нет никаких шансов ни в одних международных институтах, потому что мы сможем доносить нашу правду. И наша задача это сделать всем вместе. Всем вместе. Так вот, Елена, та же ситуация вот произошла в 2020 году, 7 апреля, мы выпустили информацию и волну сбили. Но мы не смогли сбить эту волну в данном случае. Сейчас, одну минутку. Сейчас. А теперь переходим к нашей основной теме. События во Франции. Во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия гауляйтеры, Демельханов, Кадыров, там и другие разные эти русские прихлебатели нам рассказывают, что вот они хранят волосы пророка у себя, что они там защитники Корана, там сунны и так далее. Саудовская Аравия, колыбель ислама, принимает нашего дорогого террориста Кадырова Рамзана, вводит его в закрытую мечеть, в которую простым людям нельзя попасть. И человек, который устроил геноцид над своим собственным народом, перейдя на сторону русских вместе со своим отцом, этот человек является большим почитателем ислама, защитником ислама и так далее. Строятся мечети, проводятся миллионы, как они называют, там около 100 тысяч, 80 тысяч людей вывели, бюджетников, на те же самые путинги, да, митинги проплаченные, их называют в России путингами, вывели на эти путинги, когда убили карикатурщиков из Шарли Ибдо, да, тоже две жертвы были. Но они были, по-моему, гражданами Франции, это такие внутри-французские разборки были, а теперь коснулось это нас. И вот эти кадыровцы рассказывают, что давайте, они уже не могли, им срочно нужна была провокация, нужно было срочно, чтобы мусульманин, желательно чеченец, совершил какое-нибудь преступление. Мы все чеченцы, говорящие на чеченском языке, понимающие чеченский язык, находящиеся в информационном поле России и наблюдающие за этим, мы прекрасно понимали, что к чему-то это идет. Французы, французские спецслужбы об этом не знали. Но потом, видимо, Макрону разъяснили, что его втянули в провокацию русскую, и Макрон сейчас пошел на попятную, что очень хорошо. И вопрос на этом исчерпан. За с ними был Макрон или нет, это уже другой вопрос. Сам факт, то, что Макрон признался, и Франция поняла, что ее втягивают вот эту русскую провокацию, это один большой плюс. И для нас большой опыт, как дальнейшее себя вести. И об этом, как себя вести, мы должны будем сейчас уже начать думать. Следующей такой же провокации в Австрии она произойдет, в Германии она произойдет или еще где-либо. Мы должны будем уже знать, как себя вести. В первую очередь мы должны не бездействовать. Мы должны в первую очередь сразу же заявлять нашу четкую позицию. Никакому радикализму, терроризму мы отношения не имеем и в категоричной форме осуждаем. Так, давайте я вам покажу видео, чтобы расскажу вам про одного попа, да, кадыровского попа или русского попа. Конечно, вот этот флаг, который здесь расположен, видео с сайта, с канала Ичкерия Forever, Ибрагима Никарго, который, конечно, русский флаг был бы хорошо, но я вот за этим флагом вижу только русский триколор. Никакое чеченское отношение он не имеет. Даже вот эти узоры, они больше мне напоминают не чеченские узоры, а русские из кокошника, с русского кокошника.
Поэтому к нам они отношения мало имеют. Так вот, смотрите, здесь аноним рассказывает, что когда произошла драка в Ницце, когда чеченцы там с наркодилерами подрались, тоже было очень невинные люди пострадали, сейчас сидят в тюрьмах чеченцы, которые фактически были из-за своего религиозного убеждения, которые верили, да, в то, что говорят им люди, чеченцы, такие же мусульмане, как они, поддались на эту провокацию. И большие сроки грозят. И много людей могут там депортировать, там посадить и по этому делу, и по другому делу. Так вот, вот этот человек рассказывает, что чеченцам обязательно нужно идти драться, обязательно нужно там собираться, что показать, что мы какие чеченцы, мы такие сильные воины и так далее, и так далее. Чтобы защитить там честь пророка. Хотя он говорит, что даже чем эта драка, это очень хорошо, но еще важнее, мы должны защитить честь пророка. Честь пророка нужно защитить, а он анонимно, только по голосу его известно, и известно, кто он будет сидеть и нам рассказывать, что нам здесь делать, да, получая российские зарплаты из российского бюджета и звездочки, или наградные, там, поздравительные или листы от куратора из ФСБ. Ну давайте послушаем. Этот парень, он говорит про того парня Абдаллаха Анзорова, который убил учителя во Франции. Так, смотрите, он только что сказал, что тело отдали за то, что он убил врага Аллаха там, и так далее, вот этого учителя французского, и показывают, вот смотрите, похороны. Просто посмотрите, у этого парня якобы привезли в Чечню, и идут похороны. Смотрите, вся Чечня пришла. Вся Чечня. Все пришли на похороны. Но, внимание, это фейк. Это хоронят не Абдаллаха Анзорова, а хоронят совсем другого человека. И чтобы было понятно, да, какие настроения в чеченском обществе, я вам скажу, что хоронят убийцу, названного русскими убийцей, я считаю, вероятно, да, он и был ликвидатором террориста, насильника, садиста, некрофила, героя России Юрия Буданова, полковника российской армии Юрия Буданова, Юсуп Тимирханов. Это хоронят Юсупа Тимирханова. И нам сейчас рассказывают, что вот тело отдали, делается такой ролик и привозится вот тело, и поднимается ажиотаж, и все в Европе думают, распространяют информацию. Смотрите, как чеченцы принимают, какие это дикари эти чеченцы. Убил невиновного, незаслуживающего, не буду называть этого учителя невиновным, так как я считаю, карикатуры рисовать нельзя, и никакой свободы слова не имеет это отношения. Это оскорбление. Но если люди не хотят, не рисуйте. Если устраивает там христианское общество, пожалуйста. Но если не устраивает кого-то, то это оскорбление. Хотя не нужно ни про что-либо рисовать карикатуры, если это задевает такие религиозные глубокие чувства людей. Так вот, этот человек ни в коем случае не заслуживал того наказания, которое было причинено ему. Да? Каждое преступление, каждое наказание должно быть соразмерно преступному действию. Поэтому этот человек, максимум, что мусульманин может сделать, когда ему показывают карикатуры
на его религию, на его пророка, он должен, если он находится в помещении, он должен встать и выйти из этого помещения. Можно словом попробовать защитить, можно поспорить на эту тему, но если вы живете во Франции или в Германии, то подайте в суд. И суд должен решить, что правда, кто из вас прав, заслуживает ли он там на какого-либо наказания. И то решение, которое выносит суд, это и должно быть наказанием, а не какая-нибудь фетва какого-нибудь там папа, который там распространяет. Чтобы сейчас, одну минутку, чтобы не показаться, чтобы не быть голосным, да, и что по поводу родственника, может, на самом деле это был Анзоров, да, этот Абдалла Анзоров, которого привезли. Я хочу вам показать видео, которое вышло чуть ранее, оно от родственников Анзорова. И они здесь заявляют, что родственники Анзорова, Абдаллаха, живущие в Шалаже, говорят, что Тезя там уже прошел. Он говорит, я двоюродный дедушка его, брат его дедушки, погибшего в Анзора Абдаллаха, живущего во Франции. Это мои двоюродные братья. У меня к вам просьба одна. Мы живем в Шалаже. Нету никаких похорон. Сейчас распространяются провокационные сообщения. Мы между собой это узком провели эти поминальные обряд, и между собой все уже закрыли этот вопрос. Сейчас коронавирус, болезни, мы вас просим никого не приезжать сюда, не звонить и не распространять эту информацию. Вот что говорят родственники. И как это преподносится этими пропагандистами. И это показывает, нам рассказывает о том, что ситуация в России, да, вокруг вот этой ситуации нагнетается именно России. Тогда возникает вопрос, если такая информационная шумиха сопровождается вот этому преступлению, совершенному против французского гражданина, то не организаторы ли так одновременно по такому взмаху волшебной палочки все это началось, да? Я вам сейчас еще расскажу. Очень здесь много людей задействовано, да, в информационном плане. И эти люди, которые вот задействованы, они причастны. И значит, убийству Самуэля Пати и Абдаллаха Анзорова причастна Россия. Потому что она использует этот повод, она запускает эту программу и потом уже поддерживает эту ситуацию. Давайте дальше. Смотрите, вот есть такой сайт. Сайт называется Анзор Вен, мы. Это человек, помните, Анзора из Вены, Мамихан Умаров, который был убит русскими, чеченоговорящими, по приказу русских, для того, чтобы он не давал показания, он сотрудничал с украинскими спецслужбами, с австрийскими спецслужбами, он так говорил. И для того, чтобы он не стал свидетелем ценным, а он был, видимо, ценным свидетелем, он был убит. Ну и назидание для запугивания нас, проживающих тут. Вот есть этот сайт. Он как бы под этим видом Анзор Вены называется. И вот в самом начале, здесь очень много таких интересных вещей можно найти на этом канале. Но в самом начале этого канала можно найти вот этого человека, вот это видео, которое внизу вы видите. Видите, вот эти видео. У этих видео 48 тысяч просмотров, 22 тысячи просмотров. Вот я вам покажу одно. Сейчас нажимаем. Смотрите. Ибрагимов Мухаммад Абу Хамз, он говорит.
Ибрагимов Мухаммад Усы Абу Хамз Малыш Кадыров. Он говорит, меня зовут Ибрагим Мухаммад Абу Хамз Малыш. Кадыров меня хорошо знает. И начинает материть Кадырова и так далее. Этот человек сидит в австрийской тюрьме. Это человек, на суде которого был и Хусейн Исханов, и другие наши товарищи и соратники. На суде рассказывал, что это он отправил 11 человек в Лапоту. И там он должен был лечь, там его Ислам Кадыров, у него был, он рассказывал, что Ислам Кадыров, который является зачинщиком выезда братьев Абдурахмановых за границу, да, который как бы якобы является зачинщиком, вот этот Ислам Кадыров, он был куратором вот этого Магомеда Ибрагимова по кличке Малыш. Я так вижу, как его зовут Абу Хамз, потом приехал другой Абу, и вот эти Абушки рассказывают. Ну это так, отступление. Смотрите, вот этот сайт можно понять, кому принадлежит, только лишь по началу вот этих 4 видео, которые тут, 4 или 5 видео, да, сколько их тут? 6 видео, вот смотрите, вот он тут рассказывает. Если вы зайдете на этот сайт, вы увидите всех, кто работает против чеченцев в Европе. Практически всех. Тут есть, конечно, и случайно оказавшиеся люди, да, но эти люди вот непосредственно вы вот увидите всех. Короче, вот этот Абу Хамз, как его, Магомед Ибрагимов. И вот вы можете здесь встретить всех, кто работает против. Вы можете встретить, как они, например, Закаева здесь пытаются принизить и сказать, что нет, он не является легитимным правителем. Не все, конечно, кто здесь есть. Рубати Мицаева — это у них главный объект для нападения, потому что Рубати Мицаева их рубит просто на корню, не дает им никаких шансов, и при всем при этом Рубати эмоционально иногда поддается на некоторых провокаций. Но ей глубоко наплевать на них, и поэтому она, в принципе, нормально справляется с ними. Даже ее это, я так думаю, веселит и задорит. Так, здесь вам могут показать для разнообразия Арсаева, который является раненым, нашим настоящим патриотом, без каких-либо. Анзора Масхадова можно встретить. Можно встретить разных полезных идиотов на этом сайте. И под конец, когда начинается вот эта истерия, и вот здесь как раз, здесь есть, сейчас я вам покажу это видео, если они его не убрали. Так. Сейчас, подождите-ка. Сейчас мы проверим. Так, это события, которые сегодня произошли в Вене, Австрии. Сейчас тоже этот канал будет раскручивать. Если там какой-нибудь след, связанный с мусульманами, то, конечно же, это будет 100% озвучиваться и сопровождаться. Причем человек, который ведет этот канал, он может быть просто искренним, полезным идиотом, который считает, что он тут топит там и так далее. Но я очень сильно в этом сомневаюсь. Так, я вам хотел показать другое. Я хотел вот то видео, которое было на канале Ичкерия Forever, где они показывают, что вот привезли. Ну, видимо, или его удалили, это видео, или это было, может быть, на другом канале. Так, давайте я вам тогда дальше покажу. Так, для того, чтобы было видно, как кадыровские террористы призывали, да, везде, где только возможно, подчеркивали, что нужно в срочном порядке там, за сожжение Корана, там еще что-то,
принимать какие-то там меры, и вот лавировали, да, вместо прямо призвать к убийствам и одновременно не сказать этого, да, вроде бы хочется сказать, и срочно нужно, да, особенно там в Европе, в какой-нибудь стране чеченец должен какой-нибудь совершить террористический акт. Вот тогда все будет, как говорится, отлично. Кстати говоря, вот по той провокации, хочу вот публично об этом сказать, культуру Фирайн Ичкерия, который находится в Вене, Хусейн Исханов, Ибраим Никархо и их товарищи, они сейчас находятся под очень серьезной разработкой русских спецслужб, ГРУ, и есть большой долей вероятностью, что это будет не просто наблюдение, а может быть как последует какая-нибудь силовая или провокационная акция против них. Пока я только это могу сказать, более подробную информацию, когда узнаю, конечно же, я ее озвучу, что касается угрозы для жизни и безопасности Хусейна Исханова и его товарищей. Давайте я вам сейчас покажу теперь кадыровских вот этих террористов, путинских террористов. Вот вы видите Адама Делимханова по кличке Палач, да, у него такая кличка Палач, он казнит людей. И вот он тут на немецком рассказывал. Почему, когда одна карикатура на пророка рисует, чего же не говорите? Почему вы не делаете? Потому что вы не мужчины, потому что вы курица, говорите. Курица. Когда Коран сжигают, когда Коран унижают, плюют на Коран. Богом проклятый, проклятый Богом. Вы же ничего не говорите. Вы в Европе ничего по этому поводу не говорите. Вам не стыдно? У вас нет стыда, вы плохие сякие. Почему вы не водите людей в Европе? Против религии, когда что-то говорят, против Корана что-то говорят, против пророка. Вот еще одна репа, которая не помещается в экран. Это агент российский Саид Чубаев. Он говорит то же самое, да, это вот призыв их. В Швеции сожгли Коран публично. В Норвегии сожгли листы. Будут они прокляты, говорят. Я все понимаю, что им срочно нужно раскачать ситуацию. И им это удалось, и им это удается, к большому нашему позору, сожалению, стыду. Им это удалось. Мы потеряли 18-летнего чеченца, который был оболванен пропагандой, и потеряли учителя, который перед тем, как показать эти карикатуры, попросил выйти всех, кого это может оскорбить из класса, в соответствии с исламом. Человек был убит. И вот эти люди, я это все понимаю, им очень нужно. Им нужно раскачать эту ситуацию. Я вот не могу понять, как у них уживается то, что Путин, который призывал воевать, найти управу на Аллаха, который сказал, что он там обрезание сделает, приезжайте к нам здесь в Германии, в Мюнхенской конференции, он сказал, я вас там, если вы так заступаетесь за мусульман. Это их конек, понимаете? И этот конек мы выбьем из их под ног. Мы должны его выбить. Они не должны манипулировать вот так, используя религию против нас. Вот эти люди, которые готовы убить мать родную по приказу Путина, заступаются якобы за ислам. И вот все это время вы можете посмотреть на канале Ичкерия Forever. То же самое вот здесь. Вот этот тот проповедник, про которого я вам рассказывал, который рассказывает, как нужно защищать пророка. Ну, каким-то детским голосом явно видно, что человек явный провокатор, скажем так. Ну, по голосу, противный голос, короче говоря. Так, пойдемте дальше. И одновременно
Я вам сейчас все просто вкупе сложу это все, чтобы это все оставалось, даже если мы выйдем за время графика, потому что это все нужно донести. Потом мы перемещаемся, Кадыров сделал заявление, как вы все помните, он сказал, что вот я готов пострадать, оставить должность, оставить жизнь там ради того, чтобы там пророка не оскорбляли, и Макрон там террорист, там враг там и так далее, и так далее. Конечно же, Макрон поступил неправильно. Конечно же, Макрон хотели втянуть, видимо, умышленно, неумышленно, это отдельная история, хотели втянуть в эту пропаганду. Но смотрите, 29 октября, когда вот процесс идет, нагнетание обстановки идет, есть такой Ильдар Алаудинов, такой есть, чувачок, вам его надо видеть. Это просто классический ГБшный провокатор. Вот он стоит в мечети в Москве, на Поклонке. Есть эта мечеть, вот в этой мечети он стоит. Его брат старший, Шамиль, по-моему, Аляудинов, являлся, по крайней мере, когда я жил в Москве, и он являлся муфтием, или кто он там у них там, главным муллой в этой мечети. Эти два брата, они так усиленно работают на духовное управление мусульман. Про духовное управление мусульман у меня есть отдельный ролик на моем канале. Можете посмотреть, как он формировался Сталиным, и как дальше они существовали и ковали кадры. Оттуда выходит Равиль Гайнуддин, в этот Дум входят люди такие одиозные, которые оканчивали в Бухаре единственное медресе в Советском Союзе, которая выпускала КГБшные кадры. Оттуда выходит вот этот Равиль Гайнуддин, Кадыров Ахмад, ну и все вот эти, короче, исламоеды, как я их называю, исламоеды. Так вот, это вот на его, вот у этого Равиля, да, Равиль это, на его сайте вот поэтический конкурс, там он так все, блеск на куполах. Смотрите, послушайте, как произносим: велик и милостив Аллах. Геометрическим узором, меняя очертания стен, витает в небе бирюзовом мечеть Тибан Раджде Турен. Земные храмы, песня в камне, но лучше зодчине Синан. Аллах, строитель мироздания. Ну ладно, я не могу больше смотреть. Я вам покажу другое, более интересное, чем вот этого смотреть. Наверное, вероятно, те, кто там интересуется исламом, видели этот ролик. И Ильдар Аляудинов здесь пишет, смотрите, уникальный ролик. И что вы поняли, посмотрев это видео, говорит. И нас провокатор КГБшный наталкивает на мысль. Сперва давайте посмотрим ролик, а потом я скажу вам, что я думаю по этому поводу. Это займет 4 минуты буквально. Напоминаю, это урок французского, урок, не знаю чего, во французской школе. Я раздам вам листки бумаги, а вы нарисуете пророка Мухаммада, так как будто это обложка нового издания журнала «Шарли Эбдо». Никаких вопросов. Диктатура. К сожалению, воспроизвести это видео не удается. Ну ладно, тогда, наверное, вы видели это видео. В этом видео там учительница просит этого мальчика, не знаю, с чем это связано, учительница просит всех детей нарисовать карикатуру на пророка Мухаммада, и этот мальчик выходит, он не рисует карикатуру, а пишет письмо, что вот он вспоминает там глаза сестры, которая очень любит там
когда там молится, там, ну, про веру говорит, там, про разные такие вещи. Но абсолютную правду этот мальчик как бы говорит. Такой маленький, не мог, конечно, так думать, потому что даже взрослый не может такие мысли придумать. Но как бы это правда, да, и этот мальчик очень умный, так выглядит такой. И аргументированно, 100% он там дает расклад, что он не будет рисовать карикатуру на пророка. Но возникает два момента. Во-первых, в школе во Франции не заставляют детей рисовать карикатуры. Это во-первых. И это главный посыл, что в этой школе делают, что этот мальчик, он там написал, вышел, и такой протест он заявил. Он попросил задать вопрос, поднял карандаш, ему не дали вопрос задать, что это такая диктатура, что ты не имеешь права, тебе сказали рисовать, ты должен рисовать. Вот так преподносится. И что самое удивительное, вот эту картинку, вот это видео выкладывает вот этот Эльдар Аляудинов. И выкладывает он это 29 октября. И более того, это видео снято не во Франции и не французами. Это снято Духовным управлением мусульман России. Вот как рассказывают. Тем самым Духовным управлением мусульман, которое на протяжении 25 лет геноцида чеченского народа никогда не произнесло ни одного слова в защиту тех самых мусульман. Это тех самых мусульман, которых убивают или перевоспитывают в Китае. Они никогда об этом не говорили. Никогда не говорили, когда проводились операции и убивались невинные люди в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестане, в других регионах, в Татарстане. Никогда эти люди не заступались. А вот тут теперь, когда начинается такая травля Макрона, да, никто не оправдывает Макрона, это сделано по большой глупости или в соучастии с этими нападавшими на Францию силами России. Вот получается такая ситуация, что эти люди участвуют в этой травле. И вот он так выкладывает. Эльдар Аляудинов говорит, что вот посмотрите, каково это. Одновременно начинается вечер с Владимиром Соловьевым, главного пропагандона России, жестокая расправа в пригороде Парижа, убили школьного учителя. И вот сидят вот эти постоянные вот эти выкормыши, которые питаются кровью и налогами русских, и до кого дотягивается вот эта кровавая русская рука. А эти люди вот рассказывают про это. Далее происходит вот нагнетание этой обстановки. Но духовное управление мусульман, сейчас, одну секунду, духовное управление мусульман в лице ее муфтия Талгата Таджудина, который, я абсолютно убежден, вообще не является мусульманином, абсолютно, вот я 100% уверен, что человек вообще не исповедует исламскую религию, мусульманскую религию. Верховный муфти России счел противоестественную вражду из-за карикатур. Талгат Таджудин попросил считать слова муфтия Чечни, называвшего врагами всех французов, которые поддерживают Макрона, личным мнением, объявлять войну людям из-за карикатур противоестественно и противно жизни, указал он, и так далее. Вот этот звездочет прикрыл своего не очень умного или такого ретивого Салаха Межиева. В народе в Чечне его называют Салахом Лубянским. Еще можно брат Бутылкина. Да, Бутылкин это у нас Даудов, это брат Бутылкина, который тоже, можно сказать, тоже Бутылкин, потому что тоже оправдывал по шариату применение в наказательных целях бутылки. Вот такие вот муфтии в России есть. Кстати говоря, этот Салах Межиев
Салах Лубянский тоже является выпускником вот этого одного единственного медресе в Советском Союзе. Так вот, тут он как бы чуть-чуть скорректировал, потому что Салах призвал там всех назвать террористом, потому что Кадыров назвал Макрона террористом, Салах Межиев должен был еще сильнее себя проявить. И вот он сказал, что все являются, кто поддерживает Макрона, являются врагами и так далее. Короче говоря, ситуация нагнеталась как могла. И эту волну сбил Макрон. Сейчас, одну минуточку. Эту волну сбил Макрон вот своим вот этим заявлением, сказав, что нет, извините, друзья, я больше к этому отношения имею, против мусульман и просвещать мусульман я не собираюсь. Это было самое глупое, что мог сказать Макрон, просвещать ислам. Это было самое глупое. Но РПЦ, Русская Православная Церковь, поддержала мусульман в их конфликте с Макроном. Чарльз Хибдо, да, отдел Талгат Таджудин, как бы не стал всех французов обвинять и поддерживать Салаха Межиева. Ну, конечно же, он осуждает Макрона, конечно же, он осуждает вот эти все критики. Да, вроде бы хорошие вещи, правильные вещи, да, но как ими манипулируют. И вот, смотрите, Русская Православная Церковь тоже поддержала. И вот, видите, такой сидит Русский Православная Церковь. И, ну, не будем вам это все, белиберду эту показывать. Вот это главные мафиози от религии в России. Они тоже все поддержали. Далее. Сейчас, одну минутку. Есть еще такой. И если вы обратите внимание, у всех этих каналов, это так называемые цеховики, и по 800 тысяч подписчиков, 1 миллион подписчиков, 500, 300 тысяч подписчиков. Вот этот мерзавец Алиф ТВ точно так же выполняет роль по дискредитации мусульман, в том числе чеченцев, под видом просвещения мусульман, рассказывая им религию. Эти люди одновременно набросились и начали усугублять конфликт, который начал зарождаться с убийством вот этого учителя. Там, запомните, вот эти все каналы. Алиф ТВ называется. Здесь можно найти иногда полезную информацию, но в основном, знаете, как и на Кавказ-центре, это одна контора, из которой выходит вот эта пропаганда. И все направлено для того, чтобы со стороны религии создаются люди, которые за религию, со стороны против религии создаются, точно так же в самой религии создаются суфисты, они есть, ваххабисты, они есть, их возглавляют люди, и вместо того, чтобы договориться между собой, создается искусственный конфликт, потому что управляются они, не только Алексей Навальный является попом Гапоном для русских, но также и в чеченском, дагестанском, в других обществах создаются вот эти симулякры, которые постоянно друг на друга натравливаются. Так, пойдемте дальше. Муфти, давайте вам послушать. Макрон террорист номер 1, Кадыров и муфти Чечни о конфликте Эрдогана с президентом и так далее. Вот, смотрите, Дум ЧР, Духовное управление Чеченской Республики, советник главы Чеченской Республики, муфти Чеченской Республики, Салах Хаджи Меджиев. Меджиев выступил с заявлением в связи с поручением президента. Макрон, преследуя западные либеральные взгляды на все, что связано с духовной жизнью общества, религией, ушел далеко от общечеловеческих ценностей. Макрон – это лицо Запада, где неприемлемы традиционные ценности, тем более ислам, вместо того, чтобы осудить провокационные действия. Глава республики Салах Хаджи Межиев назвал президента Франции Макрона террористом номер 1 и врагом всех мусульман.
Макрон, ты являешься террористом номер один в мире. Ты, оскорбляя нашего пророка, оскорбляешь всех пророков, мир им и все религии. Макрон, ты самое унизительное существо, враг Всевышнего Аллаха, враг человечества, враг всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей. Межиев утверждает, что президент Франции поручил повесить карикатуры на пророка на все... Кстати говоря, появилась такая информация, что Макрон издал указ распространить и повесить, вывесить на этом. Появились, вот сейчас вы увидите, что говорят появились, да, хотя они говорили на всех зданиях, ну нагнетается. Где-то в какой-то администрации какой-нибудь человек не очень далекого ума, наверное, посчитал, что он этим самым, он как бы отдаст дань памяти убитому учителю, безвинно, незаслуженно убитого учителя, вывесит эту карикатуру. Возможно, это была вывесена на каком-нибудь административном здании, но она провисела недолго, ее сразу же убрали, потому что это чистой воды провокация. В правительственных зданиях страны, однако... Но Межиев утверждает, что на всех правительственных зданиях, да, это было. Известно лишь о двух таких акциях в Монпелье и Тулузе, которые длились несколько часов. В середине октября под Парижем молодой человек напал на преподавателя истории и географии и обезглавил его. Мотивом, по данным французских СМИ, стало то, что учитель истории во время одного из занятий продемонстрировал студентам карикатуры на пророка Мухаммада. Предполагаемого убийцу застрелили при попытке сбежать. Им оказался 18-летний Абдуллах Анзоров, чеченец родом из Москвы, имевший во Франции статус беженца. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство учителя терактом. По всей стране прошли акции памяти. Макрон выступил с речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране. Он заявил, что политическому исламизму нужно давать отпор. Глава государства предложил создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить просвещенный ислам в стране без иностранного влияния. Ислам – это религия, которая сейчас переживает кризис во всем мире. Радикальный исламизм открыто выражает намерение навязать свои порядки. Эта идеология утверждает, что есть законы выше законов республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ назвал Макрона самого террористом, а его действия и высказывания оскорбительными для мусульман. Макрон, ты являешься террористом. Ну все, это я вам то, что это все вам рассказывал. РПЦ поддержала вам, я только что рассказал, да, РПЦ поддержал. Ну, как и положено, запускаются фейки, русские всячески пытались сделать так, что вот чеченцы виноваты. Большая благодарность французскому обществу, особенно я интересовался у нашей молодежи, которая живет во Франции, которая со мной общается, в разных группах, в разных социальных сетях, как обстоит эта ситуация, как реагируют. Конечно же, никто не поддерживал убийство этого учителя, мало кто там мог что-то сказать, но всячески поддерживали чеченцев, понимали, что мы не виноваты. Да, даже если это совершил чеченец, чеченцы в этом не виноваты. Весь народ не может нести ответственность из-за одного такого проступка. Тем более совершенному по провокации, видимо, очень долго к этому шли, подготавливали общественность, подготавливали вот этих молодых людей, как вы видели, Кадыровы, разные всякие там распространяли информацию провокационного толка для того, чтобы вот поймать в свои сети какого-нибудь чеченца молодого и отправить его. Это большая трагедия для французов, для чеченцев нас в первую очередь. Но мы должны, да, вот я хочу вам сказать, вот я слушаю одно тут аудио сообщение, пришел вот к заключению, я знаю этот человек по голосу, я предполагаю, что это Басхан его зовут, я не знаю его фамилию. Этот человек проживает, по-моему, где-то на юге, в Ницце, по-моему, он является муфтием или каким-то религиозным деятелем во Франции. Возглавляет он или представляет он организацию чеченцев и ингушей, ассоциацию. Ичкерии, я так понимаю, они не имеют отношения, но они представляют, флаг у них ичкерийский, и как бы
Я за то, чтобы, конечно, ингуши тоже отделились от России, но это уже, наверное, другая история. И вот здесь он говорит на чеченском языке, сразу появляется это сообщение, и Басхан сообщает, что вот еще одно нападение после убийства этого учителя произошло, еще одно нападение было, не поддавайтесь на провокации, и вроде бы все правильно. Но я обращаюсь ко всем, кто публично выражает здесь, в Европе, да, не в России, где это небезопасно, а здесь, в Европе. Если выражают, то, конечно же, нужно называть виновника всех наших бед в первую очередь. Это русские. Я обращаюсь к Басхану, я обращаюсь к другим людям, которые говорят от имени чеченского народа, призывают к чему-то чеченский народ. Четко разделять граждан Чеченской Республики Ичкерия и России, и что Россия виновна в том, что произошло. И не надо было много анализа сделать, чтобы было понятно, как по взмаху волшебной палочки, когда все средства массовой информации начали топить за убийство этого, что да, правильно совершено там, и так далее. Здесь, конечно, Басхан не топит за убийство никого, но Басхан говорит, что мы должны ничего не делать, не пишите, вот он тут дословно говорит, не пишите ни хорошо, ни плохо, вот про это убийство. Не хорошо пишут, я всем сообщаю, французским спецслужбам, французским властям, я сообщаю, нехорошо в основном поддерживать террористические акты исламистов. Это пишут тролли, которые есть у русских, у Путина, у Пригожина, которые также находятся в Краснодарском крае, в поселке Яблоновского поселке. Это там есть одна из фабрик троллей, не только в Питере, их много, несколько их по России есть. Одна находится на Кавказе, оттуда исходит вот эта массовая информация, что вот там Макрон плохой, что французы против мусульман, что мусульман вот унижают, ущемляют и так далее. И недалекого ума тоже, конечно же, есть, и поддающиеся вот этому стадному инстинкту тоже написать, потому что начинается ответная реакция. И ответную реакцию тоже пишут те же, чтобы стравливать, как недавно это было между чеченцами и ингушами. Если чеченцы и ингуши внимательны были в этом процессе, вы отлично видели, как по взмаху волшебной палочки начались эти чечено-ингушские разборки, так же они и закончились. Сейчас отголоски разные, задетые за живое, некоторые настоящие чеченцы и ингуши, может, до сих пор друг друга поливают грязью, но тогда это было просто целая истерия. И пройдет какое-то время, и вот этот Бузуртанов или другие вот эти провокаторы, которые, может, что-то в книге про ингушей грамотно, что-то настоящий исторический факт написали. Но там же будет Бузуртанов через 20, 30 лет, 50 лет, будет русской пропагандой. Я уверен, конечно, что к тому времени давно России не будет. Но если она будет, то тогда вот этот Бузуртанов возведется в ранг высоких историков ингушей, и там, конечно, у него будет что-то плохое про чеченцев. И это будет оставаться вот на протяжении долгого времени. Так вот, возвращаясь вот к этому голосовому сообщению, которое распространяется. 29 октября, четверг. О, я призываю всех молодых, особенно к молодым, 2 часа назад церковь, кто-то заскочил в Нотр-Дам, неизвестно какой национальности, пока не говорят. Молодежь призываю и старших. Вам могут звонить, вас могут оскорблять, провоцировать. Ему тоже звонили, он говорит. Не дайте никакого повода по своей вине.
Неизвестно, кто сейчас заскочил в церковь, мусульманин или нет. Он говорит, там троих убил. И его живым взяли в плен, ну, захватили. Одному голову отрезал, говорят. Вот, не имея достоверной информации, Басхан сам эскалирует эту информацию, распространяет. И одновременно Басхан призывает для того, чтобы не писали ни хорошо, ни плохо. Нет, мы должны писать, мы должны говорить об этом. Если мы не будем говорить и будем молчать, мы становимся соучастниками этих преступлений. Да, это очень щепетильная тема, да, очень легко занести во враги ислама и так далее, но есть очень образованные, грамотные в религиозном плане люди, которые обязаны это говорить. И не надо выходить и говорить, что мы не имеем этому отношения. Именно потому, что это русская провокация, именно потому, что Франция атакована Россией, Макрон и министр иностранных дел Франции пошли на попятную и сказали, что мы не против ислама не имеем никаких претензий, потому что эта волна раскручивалась против Франции. Во всем мире начали проводить там митинги, шествия, потому что это пропаганда, переводимая там на пуштунский, на там какой-нибудь там арабский, или там еще какие-нибудь языки, которые переводятся, она искажается. И Макрон прямо говорит, мои слова исказили. И я не оправдываю Макрона, но при всем при этом есть слова, которые ты говоришь, и есть смысл, который ты в них вкладываешь. А можно это все переиначить и из этого сделать там большую провокацию. Поняв это, и попятная Макрона и министра иностранных дел Франции, попятная не в плане то, что они не осуждают убийство карикатуриста, учителя, он не карикатурист, он просто учитель, он показал просто эту карикатуру, он даже ее не рисовал. Они это не оправдывают. Свобода слова во Франции есть, была и остается, и будет, я уверен в этом. И имеют право рисовать тот, кто хочет, что хочет, в любой стране, если это не запрещено законом. Во Франции это не запрещено. Поэтому, если Макрон пошел на попятную и сказал по поводу просвещения ислама, бред, который он произнес, вот этот, он отступил от него, потому что он понял, что это провокация, в которой его используют. Может быть, ему спецслужбы их сказали, так, господа, вы куда-то не туда несете нашу страну, и вы собираетесь 1,5 миллиарда мусульман теперь переделать религию, как переделывали когда-то коммунисты, или какие-нибудь там сейчас китайцы пытаются. Уверен, у китайцев тоже ничего не получится. Хотя люди, конечно, пострадают и гибнут. Кстати говоря, было очень показательно, вот я вам показал Алиев, Кадыров, там другие там эти разные, Талгат Таджудин или там этот Аляудинов. Эти люди никогда не говорят про Китай, ни про уйгуров не говорят. Там самый настоящий форменный геноцид людей по религиозному признаку просто низводят. Вот такая вот ситуация. И вот Басхан вот здесь заявляет. Берегите себя. Вот смотри. Будьте осторожны, внимательны будьте. Правильно сделал, неправильно сделал, не пишите комментарий, говорит. Это значит, нам нужно просто сесть пассивно. ГРУшники, их тролли будут писать, мы пассивно должны наблюдать. Все это мы это не говорим, мы ничего не делаем, все, ничего не знаю. Вот так это получается. Нет, это так не должно быть. Это ни в коем случае так не должно быть. Мы активно должны защищать свою религию, свои права. И это должно делаться открыто. Помните, когда в Кейптауне, по-моему, если я не ошибаюсь, в мечети заскочил какой-то сумасшедший христианин
или не знаю кто он, из какой религии исповедовал, не мусульманин заскочил и убил 48, по-моему, человек. Помните этот большой такой резонансный теракт? Начальник полиции этого города, это их город, это их страна, христианская, светская, не мусульманская. Этот полицейский вышел и по-мусульмански приветствовал их. Бисмиллахи рахмани рахим аль. Женщина полицейская, по-моему, тоже какой-то офицер большой, по-моему, если я не ошибаюсь, если что-то не путаю, плакала. Тысячи немусульман вышли выразить солидарность с этими людьми. Как мы себя ощущали тогда? Мы были благодарны этим людям за то, что они вышли и сказали, что свое решительное нет. Они открестились от этого террориста, который убил столько невинных людей, которые пришли просто помолиться. Вот точно так же мы должны действовать. И точно только так мы будем действовать. Потому что другого выбора у нас нет, господа. Нами будут манипулировать. Та ядерная энергия, которая у нас здесь в Европе есть, ее хотят выпустить в пар против Европы. Кто? Вековые, единственные за всю нашу историю наши враги. 400-летние наши враги хотят нас, которые пострадали от них, использовать против своих врагов. Франции, Германии, Америки и других. Нас хотят использовать. Играя на противоречиях тех людей, которые нас приютили, которые нам помогли. Надо быть последней свиньей, которые после того, как тебя приютили, убивать людей там и выступать против этого государства. Так что вот такие вот дела, господа. Я прошу быть внимательным вот в этих во всех. Так, еще, может быть, что-нибудь осталось. Что-то еще осталось. Так, господа, время у нас, конечно, истекло, но я вам еще хотел кое-что показать. Так, мне здесь как найти пишет. Аслан, ну пойми, Басхан сказал, чтобы не писали, потому что понимает, что многие наши напишут не так. Поэтому он и сказал то, что сказал, не обвиняй его. Я не обвиняю Басхана. Я не обвиняю. Я просто констатирую, что он говорит, и я призываю, как я считаю нужным. Не молчать, я считаю. Самое, что мы можем сделать в угоду русских, это промолчать, когда они от нашего имени творят какое-нибудь беззаконие. И я знаю, я в этом убежден. Если бы 2 ракеты и 2 дрона направить на Лубянку и на Кремль, 80% террористических актов в этом мире прекратились бы. Это я говорю как правозащитник, как гуманист, как человек, который против насилия. Но по-другому никак нельзя это остановить. И здесь, в Европе, мы должны четко и прямо сказать, мы не являемся никакими-то исламистами. Исламист — это крайняя форма, там, фашизм, исламист и так далее, что мы вот не приемлем других. Нет, мы уважаем все религии и все народы. И это не просто слова, я это говорю так, как знаю чеченский менталитет и чеченскую культуру. Это на самом деле так. В мире я, например, никогда не встречал, я много народами общался, с многими народами общался. Я всю свою жизнь с разными национальностями и народами дружу, общаюсь, учусь, работаю и так далее. Так получилось в моей жизни. Так вот, я не знаю более толерантного к другим национальностям народа, как чеченский. Есть толерантные народы. Один из них украинцы очень толерантны. Но как чеченцы, я даже их не считаю таким толерантным. И я объясню почему. Я знаю только один народ, у которого имена своим детям даются национальности других народов. Это у нас. Более того, мы можем назвать, например, черкес, да, какого-нибудь.
такое имя дать такое, да, мусульманское имя мусульманского народа. Но мы даем национальность, имя не только мусульман, ну и даже других религий, да, если мы такие фундаменталисты, если мы такие вообще неприемлющие, хотя ислам, он наоборот толерантен, открыт, интернационален, не только мусульманские национальности мы даем своим делам. Я знаю имя грузин, гюржи, я знаю имя осетин, осетины, ну допустим среди осетин есть и мусульмане, и христиане. Только маленький процент дегорцы мусульмане. Дается осетин, герман, это чеченское имя. И так во многих вещах нас оболгали. Мы очень толерантны, мы можем давать пример толерантности, уважения. Да, у нас есть своя культура, свои обычаи. И нам говорят, почему вы там не выдаете замуж, например. Ко мне возникал вопрос, почему вы не выдаете замуж за других национальностей. Во-первых, этот вопрос даже вообще задающему нужно дать по лбу пальцем. Потому что народ, переживший геноцид и пытающийся выжить, такой вопрос задавать вообще некорректно. Это как задать еврею вопрос во время нацистской Германии за то, что они пытаются сохраниться, они стали изгоями, их не принимают ни в одном обществе, и только лишь за то, что ты еврей, ты подвергаешься репрессиям, пыткам, незаконным арестам, а потом и убийствам. Ты говоришь, все это отбрасываешь, говорит, ты что, ты что на еврейке-то, ах ты фашист, ах ты еврей. Вот так это получается. То же самое обращается к нам. Мы пытаемся выжить. И это единственное наше, мы не за мусульман даже не выдаем. Да, если там разбираться. Например. И я считаю, это защитная реакция нашего народа. И мы на это имеем полное право. Мы должны здесь навести мосты. Нас никто не заставит ассимилироваться. Здесь турки живут огромное количество лет. Да, у них есть государство, которое их поддерживает, но их никто не заставляет ассимилироваться. Здесь есть мечети, здесь есть рестораны, дёнеры, арабские они или турецкие, они уже стали частью Германии. Например, если брать за Германию. Германия никогда не завоевывала никакие арабские страны, как во Франции, там, Алжир, чтобы там оказались имеющие на постоянном, на законных основаниях место проживания во Франции. Германия никого не завоевывала, и здесь Меркель на моих глазах, это исторический момент был, Меркель запустила около 1 миллиона сирийцев. Хотя Эрдоган ими приторговывал. Я вам сейчас открою границы, я вам это сделаю, я вам это то делаю. Оказывал давление. Это было некрасиво со стороны Эрдогана. Но Меркель могла сказать, я закрываю границы. Не хочу я этих мусульман здесь видеть. Пускай остаются в Австрии, в Польше, где там, в Турции, в Болгарии, где угодно. В Германию они не попадут. Были силы у Меркель? Конечно, были. Меркель это сделала. Германия это сделала, немецкий народ это сделал. Я видел своими глазами, как утром немцы в 6 утра, в 7 утра, в 8 утра выстраивают, некуда было поместить людей. Потому что слишком большое количество людей было. Но всем дали место, где переночевать, покушать и питание. И вот их расселяли в спортивных залах, торгово-выставочных центрах. Закрывалось это все, вешались просто простыни и на железных кроватях людей размещали как могли, на двухъярусных вот этих кроватях размещали как могли людей. И жили, в тяжелом люди положении были. Но они были не на улице. Им сразу делались документы, сразу выдавались там банковские карты, чтобы они получали деньги и занимались этим. Государство выполнило все вот идеальнейшим образом. И когда я проходил мимо разных этих хаймов, так, или лагерей, хайм, общежитий, сирийцы вывешивали немецкие флаги у себя в окнах. Это я тоже видел. А немцы утром вставали, гладили, стирали свои вещи старые,
они не грязные, постираны, поглажены, и свои вещи, кто игрушку, еду носить нельзя было, запрещено было еду передавать в лагерь, едой проблемы особо не было никаких, вообще никаких не было. И немцы несли еду, бабушки, дедушки становились в очередь, ждали, пока дойдет их очередь, чтобы раздать еду, одежду, не еду, одежду, там вещи. А некоторые немцы брали с собой этих сирийцев, мать, отца, детей, всю семью с собой домой, чтобы они дома один день побыли в домашней обстановке, искупались, отдохнули и вернулись к себе в лагерь. Это я видел. И к этим людям относиться, это самое плохо. Убить их, сделать их государству что-то плохо. Это свинство. И мы не можем это поддерживать. И мы должны прямо об этом говорить. Кто бы нас на что ни наталкивал. Четко нужно вот в этом плане разделить исламскую риторику пропаганды и настоящий чистый ислам, который толерантен, открыт для всех людей. Если бы ислам был жесток и таким нетолерантным, которым нам его пытаются показать, самым большим на земле, самой большой религией на земле ислам не стал бы. И это понятно. Если бы мусульмане были бы такими кровожадными, вы если помните, когда началась война в Сирии, огромное количество людей, групп принимало участие в этой войне. Друзы, копты. Я узнал много для себя нового, когда в Сирии началась война. Шииты, алавиты, сунниты, там, и так далее, и так далее. Я даже не помню все. Курды и так далее. Много разных национальностей было. И как вы думаете, если полностью Шам, это самая святая земля мусульман, она сотни, тысячу лет, она находится под юрисдикцией мусульман. Как вы думаете, если бы мусульмане, первые мусульмане, которые являются основатели, пророк Мухаммад и его последователи, его первые халифы, они не могли вырезать этих всех людей до единого? Конечно, могли. У них была абсолютная власть. В то время не было никакого международного уголовного суда. Никто бы не узнал бы в истории, но никто бы не привлек бы ответственности за это. Так поступали многие, в том числе крестоносцы так поступали. Вырезали всех и вся. В том же Иерусалиме. Много-много было таких случаев. Но мусульмане этого не делали. Возникает вопрос, почему они этого не делали? А почему сейчас это нужно делать? Вот такие вот дела. Вопросы, на которые нам всем нужно хорошенько задуматься. И не поддаваться на разного рода провокации. Так, друзья. Я думаю, я немного смог раскрыть эту ситуацию. Это очень важная тема, которую мы должны всячески раскрывать. Ну, еще я не закончил. Так что попрошу еще вашего внимания. И на этот раз я вам покажу Альфреда Коха. Альфред, конечно, для него громко сказано. Обычно Алик. Такое алкоголическое у него имя. Извиняюсь перед Аликами. Я ничего не имею в виду против Аликов. Я просто считаю, что вот такое. Ну и рожа у него на алкоголика похожа. И этот алкоголик, может быть, Альфред Кох, рассказывает немецкому журналисту Борису Райчустеру о ситуации в Америке, выборы и так далее. И плавно они переходят на вопрос. Сейчас я вам его включу, чтобы вы тоже видели вот этих двух прекрасных людей. В Розенхайме живет Алик Кох, который, кстати, обещал на меня написать заявление, подать заявление, чтобы его юристы займутся моим вопросом. Но не хватило духа у этого мерзавца. Я еще раз называю тебя мерзавцем и соучастником геноцида, Альфред Кох, геноцида чеченского народа. И я уверен, ты понесешь ответственность наравне с военными и политическими силами в России.
которые совершили тяжкие преступления против моего народа. И если у меня будет хоть малейшая возможность, и твоей фамилии там в этом списке каким-то боком может оказаться, не будет оказано, я сделаю все возможное, Альфред Кох, чтобы твоя фамилия там обязательно была. Если у меня будет хоть малейший шанс, а у меня он будет, поверь мне. Так вот, они тут рассказывают про разные эти вещи. Я так понимаю, Альфред Кох является большим другом Бориса Райтшустера. Борис Райтшустер долгое время прожил в России, у него жена, по-моему, русская, и какой-то он странный. Канал Ост-Вест тоже хорошо известен, это античеченский, прорусский, пропутинский, хотя он пытается завуалировать себя. Пытался он вначале от имени евреев говорить, такой, там были некоторые ведущие евреи, и после того, как, видимо, я об этом говорил еще, я думаю, евреи отреагировали, и как бы они уже поменьше уже такую еврейскую тематику здесь пытаются использовать, да, эксплуатировать, скажем так. Потому что это очень удобно в Германии эксплуатировать, это такой весь хороший человек и демократ. И некоторые этим очень хорошо пользуются. Так вот, тут они обсуждают, и тут плавно переходит вопрос о событиях во Франции. Посмотрите, что говорит Борис Райтшустер и что говорит военный пособник военных преступлений и геноцида в Чеченской республике Ичкерия Альфред Кох, который тут является бизнесменом и чуть ли не большим политиком. Хотя в последнее время он вообще все хуже и хуже выглядит. Видимо, стареет. Или, может, его совесть начала мучить. Давайте минутку внимания. Самое главное. Альфред Кох – это наконечник стрелы, которой было уничтожено последние ростки свободы слова в России, в том числе НТВ. Да, хотя, конечно, НТВ это тоже под колпаком ГИБНИ, КГБ это все контролировалось, ФСБ, но какая-то свобода слова, какая-то честь журналистов у коллектива НТВ имелась. Они русские, они за русских там и так далее. Они испугались и не стали дальше продолжать биться за свои принципы. Некоторые переобулись, некоторые затихли, замолчали, а некоторые так делают вид, что они сопротивляются. И никто не сопротивлялся. Ну, давайте посмотрим, как убийца свободы слова и уничтожитель свободы слова Альфред Кох рассказывает журналисту о свободе слова. И журналист, ну, его друг, видимо, может и даже в каком-то степени и спонсор, не возражает. Борис Райтшустер не говорит: как же так, уважаемый Альфред Рейнгольдович, вы же были самым главным уничтожителем свободы слова. От прекрасного Бориса Райтшустера мы так и не услышим. Внимание. Это вообще проблема сегодняшнего, скажем так, этапа развития западной демократии состоит в том, что у западной демократии большие проблемы со свободой слова. Громадные. И французы с той ситуацией, когда там людям отрезают головы за то, что они там демонстрируют школьникам карикатуры на пророка Магомеда, это яркое тому свидетельство. Там большие проблемы со свободой слова. Там большие проблемы свободы слова, потому что туда Альфред Кох не добрался. Как только он доберется до Франции, во Франции не будет проблем свободы слова, проблем со свободой слова и вообще свободы слова там никакой не будет. И Борис Райтшустер по этому поводу нисколько не возражает. Там большие проблемы со свободой слова. Большие. Это точно Это точно поддакивает Борис. Это не такой простой вопрос. Не такой потому что там действуют эти законы или не действуют, это не имеет значения. Но во всяком случае были попытки в той же самой Франции со стороны законодательных органов ограничить свободу слова. Например, там нельзя, есть запрет на... Здесь стоит пояснить, опять же, уже который раз во время своего эфира мне приходится пояснять,
что, конечно же, оскорблять религию нельзя. Ни ислам, ни христианство, ни иудаизм, ни какую-либо другую религию. Вообще, ни атеистов даже нельзя. Пускай кто как хочет исповедует. Это свободная французская страна. И здесь, конечно же, идет такая подмена понятий. Вроде бы защитник ислама, защитник свободы слова, да, потому что никакая это не свобода слова, реально оскорблять чью-то религию. Но вот здесь Кох, чтобы было понятно, какую роль играет Кох. Отрицание Холокоста, да? Да. Есть запрет на отрицание геноцида армян и так далее, и так далее. Там, эти законы то принимаются, то отменяются, но так или иначе, французские законодатели совершенно спокойно позволяют себе обсуждать вопрос ограничения свободы слова. Окей, хорошо это или плохо, оставим пока это за скобками. Могу сказать свое мнение, что это плохо, ограничивать свободу слова. Но если вы сами себе говорите о том, что этот вопрос обсуждать можно, и даже какие-то законы на эту тему принимаете, то почему вы утверждаете, что свобода слова это абсолютная ценность республики, и вы никак не сможете от нее отступить в отношении мусульман? Почему в отношении евреев и армян можно отступить? Так, да, манипуляция такая, манипуляция. Или тогда вообще не отступать? Смотрите, что скажет Рейд Шустер? Те редко голову режут. А так вот, слышали? Слышали? Борис Рейд Шустер, независимый журналист такой, говорит, ну про Израиль, про Холокост нельзя, говорит, про христиан, там, про армян нельзя. И говорит, а почему? Потому что те редко голову режут. Так вот, Рейд Шустер, Борис, мы с тобой знакомы, да, если когда-нибудь ты увидишь это видео, или я при встрече тебе это обязательно скажу. Так вот, мусульмане тоже не режут голову. Вот человек, который перед тобой сидит, вот он призывал резать чеченцам головы. И не вести переговоров, а уничтожать. А русские у нас резали головы, Борис. Да? И вот, наверное, ты, находясь тогда в России, прекрасно это видел. Я вначале был обманут вот этой твоей риторикой антипутинской. Хотя ты являешься таким же механизмом путинской пропаганды здесь, Борис. Я тебя лично обвиняю в этом. И при первой же встрече я тебе это в лицо скажу. Обязательно. Вот как Борис заявляет. Те не режут головы. Нет. А как понравилось, смотрите, как понравилось этому Алику. Вы им уступаете. Я думаю, это вообще огромная проблема, что у нас такой тоталитаризм мышления. Да, тоталитаризм мышления, там все нормально. У них тоталитаризм мышления у этого. Так что вот в принципе, что я вам хотел сегодня рассказать, заканчивать. Еще у меня есть очень интересная тема, которая обязательно мною будет обсуждена. Это Максим Шевченко и Алексей Малашенко говорят о чеченских войнах, так называемых чеченских войнах. Это РТВИ, кстати, евреи мне тоже сказали, этот канал тоже представляется таким еврейским, на самом деле это тоже помойка, она вещает, видимо, из Израиля, я не знаю, но евреи мне сказали, что это абсолютно не произраильский канал, а скорее всего это и есть такие русские евреи, или под видом русских евреев, которые точно так же проявляют просто неприкрытую иногда ненависть к чеченцам. Эту передачу я обязательно обсужу. Здесь очень много вот этих два пропагандиста, ученик и учитель. Максим Шевченко является учеником Алексея Малашенко. Они тут это рассуждают. И я обязательно это вам тоже покажу. Но последнее, что хотелось бы вам рассказать, на канале «Чеченский след. Рязанский сахар» есть видео убийства мирных жителей Чеченской республики Ичкерия. Заявление президента Чеченской республики Аслана Масхадова. Поставим ему лайк. Прошу посмотреть, подписаться на этот канал. Видите, у меня здесь на все было проставлено. Теперь у меня нет, смотрите. На все, вот так должно было быть. Уведомления в этом канале были включены. Они убираются. То же самое происходит и с моим каналом. Очень сильно сейчас идет скос подписчиков, просмотров и так далее. Но это отдельная история. Давайте я вам покажу это видео. И
Наверное, здесь есть шокирующие кадры, и я постараюсь как-то это переключать. Поэтому постарайтесь понять, чтобы канал не забанили мой. Нам достаточно 30 минут времени, чтобы встретиться двум президентам и остановить это кровопролитие, остановить эту войну, договориться, остановить терроризм, кровь и страдания людей. Но говорить об этом бесполезно. Так, я пока... Где эти разорванные куски людей? Я просто вам это все показывать не буду. Это нападение на русских террористов на колонну беженцев. Таких нападений было очень много. Мои аргументы, но в том числе мои амбиции под этими бомбежками в нападение на колонну попадали мои родственники, мои родители, мои родственники ближайшие. Во всем я готов уступить в пользу России. Но от первого я никогда в жизни не отступлю. Еще раз повторяю, нет никакого международного терроризма. Ведь заключается только в одном – гарантии безопасности чеченского народа. И больше. Нам нужны гарантии безопасности нашего народа. Все. С русскими мы кашу не сварим, это уже давно проверили. Нам нужны гарантии. И все, больше ничего. Ну, это возможно только путем уничтожения фашистской России. Все народы должны получить право выйти из состава этой фашистской России. До тех пор, пока этого не произойдет, пока Россия не будет реорганизована, распущена, уничтожена, действующая сегодняшняя так называемая Российская Федерация. И это речь не о геноциде русских, убийстве русских, нет. Все народы, которые татары, буряты, чеченцы, русские, которые живут на Дальнем Востоке, и кто бы то ни был, кто как хочет, на места должен управляться. Мы, Чеченская Республика Ичкерия, являемся независимым, суверенным, временно оккупированным государством. Мы, само собой, должны покинуть. Только такие гарантии может нам дать. Только так мы можем получить те гарантии, которые говорит Аслан Масхадов. В пользу России. Но от первого я никогда в жизни не отступлю. Я еще раз повторяю, нет никакого международного терроризма, нет никакого влияния, нет никакой интервенции, это все выдумки, это ложь, это обман. Масхадов говорит, что нет никакой интервенции каких-то исламских там сил на террористических каких-то нападений и так далее, что это все обман. Мы ведем национально-освободительную борьбу за свое суверенное, законное право иметь свое государство. Так, все в мире знают, говорит Хамзат Гилаев, что нельзя категорически оскорблять пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Знающий и осторожный осознанно провоцирует для своих грязных целей. Да. Так. Абсолютно с вами згоден, говорит Кингбом. Тільки знищення кремлівського кодала зможе скинути кайдані из народов, говорит. Это Кингбом, ну, по-украински, пожалуйста, когда вы пишете по-украински, понимаете, что я иногда не понимаю. Вы можете русским писать по-украински, подчеркивая свою украинскость. Но из-за уважения ко мне, если вы будете писать по-украински, мне будет проще и читать, и понять вашу точно мысль, чтобы вам ответить. Потому что мы с вами не конкуренты и не враги. Мы с вами союзники. Но я понял, что вы говорите, что при помощи вместе сообща мы только можем вот эту кремлевскую кодлу скинуть. И я полностью с вами согласен, именно об этом я уже давно говорю и пытаюсь донести до всех. Но возникает вопрос, почему Украина, которая, как сейчас модно говорит, находится под экзистенциональной угрозой своего существования, да, угрозой существования Украины, это Россия.
Никогда от вас Россия не отстанет. И многие украинцы это понимают, я знаю. Так же, как она не отстанет от Грузии. Так же, как она не отстанет от Ичкерии, уже полностью оккупированную. Также она не отстанет от Европы и других. Хотя от Европы в какой степени она может отстать. Но если у нее не будет технологий, если у нее будет там все плохо, у нее не будут покупать газ, нефть, то она будет проводить теракты против Европы. И опять же, и для Европы является Россия экзистенциональной угрозой. Угрозой опасной для существования. Не может существовать Чеченская республика, Ичкерия, Грузия, или Украина, или Беларусь, как мы уже видим, или Казахстан. И страны Балтии, которые находятся в НАТО, могут еще как-то чувствовать себя в безопасности, относительной безопасности. Пока существует Россия. И вот тогда возникает у меня вопрос, почему вы, украинцы, грузины, хотя с грузинами в этом плане намного получше все дела обстоят, но на государственном уровне, почему вы не признаете нашу страну? Почему вы не проводите работу? Ведь то преступление, которое совершено против нас, убито 300 тысяч людей, из них 42 тысячи детей. Это самое большое преступление. Никто не может обойти это преступление. Этот мир, эти права человека, эти принципы, на которых зыждется мир, не будет существовать, если Россия будет осуждена за преступление против Украины, сбитого Боинга, войну в Грузии, и будет оставлено преступление в Чечне. Потому что это преступление, даже преступления в Сирии, и все эти преступления в Приднестровье, Молдове, в других странах, которые совершала Россия за новейшей истории. Российская Федерация, которая совершала, сегодняшняя, да, так называемая Федерация, они все вместе меньше, чем одно преступление, совершенное против чеченского государства и ее народа, и ее граждан. Мы все должны об этом говорить, напоминать. Украинцы должны напоминать, должны говорить, пока мы не уничтожим Россию. И как это, не знаю, как это должно произойти, как мы это будем к этому идти, как мы это будем делать. Но пока Россия не перестанет существовать в том виде, в котором она сегодня существует, никто не может чувствовать себя в безопасности. Либо они, либо весь остальной мир. Выбирайте. То, что коронавирус и так далее, мы об этом много говорили, я об этом говорил. Это тоже все не случайно, и об этом есть тоже видео. На этом я считаю, что можно ограничиться чуть-чуть и попробовать оставить что-нибудь на следующий выпуск. И обязательно, конечно же, мы расскажем о ситуации, как будет развиваться ситуация во Франции, дальше, как все это будет проистекать, и мы должны реагировать, и жители Франции, чеченцы Франции, я это вас как бы ни к чему не призываю, дело, как говорится, колхоз, дело добровольное, но если так будет продолжаться, вас всех попросят из Франции. Сейчас французским, видимо, я не знаю точно, видимо, французским спецслужбам удалось установить, но это было очевидно, как на Францию набросились, на страну НАТО. Под шумок, пока в Америке идут сейчас выборы, пока там то все, попробовали сделать так. Пока вы не выйдете и не будете говорить об этом, пока не появятся блогеры, которые независимые, не рассчитывать ни на какие средства массовой информации, а самим анализировать, приглашать гостей, задавать им вопросы, рассказывать нашу позицию. И не провокаторы, которые есть, да, которых используют, да, какие-то там вещи, когда нужно всплывают, вот который канал я вам показал, вот этого Абу Хамза Магомед Ибрагимов по кличке Малыш. Если бы этого, если вы это не будете делать, Валлахи, что теперь мы станем
в истории, если мы этот бой проиграем информационно, в истории этих народов мы окажемся теми, кого позвали, приютили, помогли, а мы оказались вот такими нехорошими свиньями. И поверьте, если русская пропаганда, русская ложь, ее легко опровергнуть или просто плюнуть на нее, что чаще всего мы и делаем, не обращая внимания, потому что это просто сплошная ложь, то то, что здесь, это не ложь, это правда. У них здесь очень много точных исторических фактов. И мы можем попасть в эту историческую. Наши потомки нам потом скажут: ребята, шумачо далдох шеллид, аж да удур, шумачо хирдельдер, раск шампутин, дуалум алла цедаш, швот салванти цахулшхайна. Ума дома цедираш, эрду, здесь, которые выросли наши дети, нам скажут. И мы должны, и нас все выкинут. А когда нас выкинут, там сидят Палач Демирханов, Бутылкин Даудов, Кадыркин и другие эти убийцы. И говорят: да, скоро вас оттуда выкинут с Европы. А выкинут, знаете, от нас когда? Когда мы будем представлять экзистенциональную угрозу для Европы. Понимаете? Угрозу для их безопасности. И так мы представляем, когда их строй, который они кровью и потом на протяжении веков. Не думайте, что вы, чеченцы, или другие кто-нибудь, приехали сюда, и здесь такие дураки, вот вчера только родились, а мы такие умные, все знаем. Они строили это государство. Они совершали преступления, ошибки, граничащие на грани преступления. Ошибки, просто ошибки. Платили за это кровью, потом. Казнили своих царей, королей и разных этих, устраивали революции, свергали власти и в конце концов построили то, что построили. И это сугубо их личное дело, какая у них здесь власть. Демократия у них здесь, коммунизм у них здесь или еще что-либо. Это сугубо их личное дело. Мы должны здесь прийти, устраивает нас здесь, интегрироваться, показать нашу культуру, наше искусство, наших ученых, нашу музыку, наши стихи, нашу историю, нашу воинскую доблесть и принести полезное этому миру и Франции, Германии, Австрии, или убраться из этой страны. Другого выбора у нас нет. Всего самого хорошего. И напоследок я вам хочу поставить видео. Есть такой известный рэпер, уже я вам его неоднократно показывал. Он чеченец, он с Украины. Чеченец, родился в Украине. Аше, Умар его зовут. И его друг, коллега. Очень хороший клип. Всего самого хорошего. Кстати, на этом все. Всего самого хорошего. Думайте, не поддавайтесь на провокации, пресекайте провокации. И да поможет нам Всевышний в этом деле. Да, всего самого хорошего, спокойной ночи. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Всего самого хорошего, и все будет Ичкерия. Предлагаю вам посмотреть этот прекрасный ролик с коллегой, очень известным немецким, канадского происхождения, рэпером, известным музыкантом, и Аше.
Staffel macht Crime, Hustle zu Side Hustle, gibt Zepter, Thron und den Reichsab. Stafford Dogs ohne Halsbänder, Versace-Kissen als Schalldämpfer, Natural Born Killers Alpha-Männer, dein Kopf wird zum Salzspender, der Sound für schwer bewaffnete Drug-Deals nachts auf dem Spielplatz vom Plattenbau. Eure Zeit war schön bunt und lustig, doch Deutschraps Zukunft ist aschegrau. Glaubhafte G's, traumhafte Beats, dein Hype vorbei, aufwachen, Peace, fühle keine Schmerzkühle in meinem Herz, hol mir was ich will, Hauptsache viel Toker-Dev an dem Pokerdesk. You can never be overdressed, der Kopf kratzt nur an der Oberfläche, wie der Boss beim Naschen von nem Kokarest. OG wie Sokrates, altmodisch wie Hulk Hogan, hab Sniper-Schützen auf Balkon. Der Mafioso-Kopf klappt in die Kaltzone. Frisst Tagliatelle, du Machiavelli, kommst mit Radufs wie ein Tierzuchtgehege. 20 Jungs, alle Sturmhauben, mein Kreis vor Löwen wie ne Zirkusmanege. Wolkenkratzer, hohe Sphären, Folterkammer, Motorsägen. Paar Gangster bringen dir mit Drohgebärden das Sprechen bei, so wie Logopäden. Fick Ghetto, Stasi, Polizeistaffel, macht Crime, Hustle zu Side Hustle. Gibt Zepter, Thron und den Reichsapfel. Mein Vermächtnis passte keine Zeitkapsel. Im Vollrausch auf dem Weg zum Ring, dem Scheiß widme ich mein Leben. Keine Pussy hier stellt sich mir im Weg. Die Knockout-Foto hoch triffst du Tschetschen. Männlich, schwarze SUV, Immunität. Kuriositäten, tanzende Rapper und Kiefer an Drähten. Singende Muschis, Gott soll vergeben, denn gleich wird auf Köpfe von Rappern getreten. Trag in der Umhängetasche die Muni, eine Kniescheibe kostet ein Huni. Eigner Ud, Galassi spuckt weit, durchlöcherte leichten Gullis. Alles wird wieder auf Null gesetzt. Rache entdeckt, schreibe mein eigenes Grundgesetz. Ich pump Bullets aus dem Sturmgewehr, komm aus dem Oktagon rein in die Masse. Flieg nach Odessa, trink Wein auf Terrassen. Fallen ein paar echte Schüsse auf Attrappen, bestellen sich schöne Grüße auf Platten. Mach aus der Ratatouille, hui blöd, weil ich niemand was schulde. Zieh ich jetzt meine Ghetto und brrr weg, bis der Konziliere das Gefühl schmeckt. Von Kismet, Schüsse, Stiche, Fäuste, dritte Treffer von links. Jeder weiß, wer ich kein Rapper geworden, dann stände ich heute in nem Bellator-Ring. Schmauch und keine Spuren, drückt der Brett wie Milli Mac. Alles cool, alles real, alles flex. 96 Asche steigt auf aus dem Dreck. Klick, 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 du kannst kosten wie ein Schmerkuli. Rapper, sie singen, wir sind die Täter. Metro Killers, Alpha Gorilla. Seh keine Gegner. Free Fight Arena, Kick in die Leber, wir sind die Täter. Metro Killers. Das mit dem Rauchen kannst du wohl auch nicht sein lassen, was? Warum hast du eigentlich auf mich gesetzt? Ich habe etwas in dir gesehen, was die anderen nicht sehen. Du bist wie ich. Ein Natural Born Killer.